Новые проекты, кинопремьеры и новогодние чудеса. Телеканал БСТ подготовил праздничную программу. Мы подведем итоги года, поздравим всех жителей республики и отдельно самых маленьких. Как замерзали ведущие новостей, какое чудо произошло на голубом огоньке и что таинственного приготовил телеканал «Тамыр», расскажет Анастасия Ильчебаева. Приветствуем вас на улицах столицы Башкортостана и экранах главного телеканала страны. Какая неудача! А почему бы и нет? В новогоднюю ночь мечты должны сбываться. И пускай запись за неделю до эфира, но на экран это итоговый выпуск года. Выйдет за несколько часов до боя курантов. 31 декабря в 19:00. Но в этот момент у ведущих все-таки другие мечты, более приземленные. Чтобы губы не замерзали, а ноги и руки вновь приобрели чувствительность. С вами Элина Насырова и Евгений Роман. Все? Отлично, роскошно, прекрасно, белиссимо. Холодно? Нет. Я беру с собой куртку просто для того, чтобы сливаться с толпой, быть обычным человеком. На самом деле тут плюс 30, это все декорации, мы постарались. Да, это пенопластовый снег. Самоубеждением съемочной группе приходилось заниматься всю неделю, что шли съемки. К сюжетам ведущие подводят из разных точек города, порой совершенно неожиданных. Чего только не происходило во время съемок. Ради нас перекрывали часть Бельского моста. Ночью приходили чинить неработающую иллюминацию с инструментами, едва ли не в полночь пришли. И вот даже сегодня погода, по заказу режиссера, вот все жалуются сугробы, метель, но вот у него была такая задумка, ему хотелось, чтобы красиво хлопья падали. Не на шутку дубеем, но в принципе это привычные будни новостищика. Ну, давайте честно, горячительные напитки есть? Горячительные напитки есть в термосе, чай с башкирскими травами. Давайте пока вот стики все это снимем, экраны снимем, нам нужно это. Давай камеру под настройку, вот то, что свежак повесили. Человеку далекому от процесса съемок это покажется набором непонятных фраз. Но за сказкой, которую зритель увидит на экране, стоят совсем не сказочные люди, а десятки реальных специалистов. И долгий технический процесс. Декорации, иллюминации, софиты, камеры. Режиссер, словно дирижер, заставляет их заиграть вместе. День потихоньку сливается в ночь переходит в утро. Это обычный такой алгоритм работы любого телевидения. От 5 до недели съемок, неделя это максимум, но плюс 3 дня техподготовки. То есть установки вот этого всего, перемонтаж студии, переточка его именно под новогодний проект. Потому что здесь достаточно очень много по свету понатащили, это все надо как бы смонтировать. «Голубой огонек» – классическая новогодняя программа, но сюрпризы авторы все же приготовили. Помимо звезд башкирской эстрады, для телезрителей выступит Национальный оркестр народных инструментов. Настроение поднимут не только музыкой, но и хорошими шутками. Юмористы подготовили выступление. В эфир программа выйдет 31 декабря в 20:00. Мы несколько форматов, несколько жанров объединили, немножко экспериментируем. В «Огоньке» у нас есть один блок, мы записывали 3 дня. Такие герои, труженики, которые достигли чего-то в нашей жизни, в нашем обществе. И хотела бы сказать, я сама даже была очарована, например, Дербенеева, 28 детей они воспитывают. Я знаю, что есть люди, которые верят в чудо. И в нашей студии тоже получилось чудо. Дербенееву наши спонсоры подарили большие подарки. Здесь нужно будет музыку подложить прям на ту сцену. Съемки – это лишь малая часть работы. Вот так уже потом отснятый материал сшивают в единое полотно. Телеканал «Тамыр» в новогодние каникулы покажет новый сериал «Ишан. Верь». Он выйдет на башкирском языке. Работа стала, говорят авторы, вызовом самим себе. Это в первую очередь наш экспериментальный сериал. Это мистика. Практически 14 героев. Это у нас 7 звезд, которые спустились с неба на землю. И 7 героев, с которыми случаются какие-то события жизненно важные. Это сериал о подростковом таком становлении. Первая серия выйдет 2 января в 20:30. Маленьких зрителей ждет еще и новогодняя музыкальная сказка «Дело не в самоваре». Главными артистами стали дети из вокальной студии телеканала «Тамыр». Как все башкирские девушки, Снегурочка решает попить чаю с горячего самовара. И она у нас растаяла. И все наши батыры идут спасать ее. Вот такой маленький сюжет, но большого сказочного фильма. Очень много будет
там музыкальных номеров, клипов. Также все новогодние праздники на телеканале БСТ будут идти фильмы и мультики. Выйдет финальный выпуск шоу «ЕТИГЭТ» «Балджигитов» и «Башкорт-Яры». Но несмотря на насыщенную программу и новые проекты, проводить возле экрана все праздники не стоит, ведь за окном не менее интересно. Анастасия Чубаева, Азамат Мухамедшин, Шамиль Каримов. Новости. Уфа.